12 октября состоялся массовый тест-драйв новинки этого года – УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач. Я предлагаю вам посмотреть, как это было. Всем привет! Мы находимся в местности Чучур-Муран, где проходит презентация нового УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач. Находится он сейчас под красной тканью. Также сегодня будет презентован новый автомобиль Lada X-Ray Cross, также с автоматом. И самое главное, наши гости сегодня испытают, как это двигаться на УАЗе с автоматом. Проведем тест-драйв. Юрий, у тебя есть автомобиль? Ну, на маминой есть. Отлично, отлично. То есть вот тебе дали сертификат на бесплатное прохождение технического обслуживания в группе компании Colmi. На мероприятии было большое количество желающих, в числе первых в России попробовать себя за рулем рамного внедорожника с автоматической коробкой передач. Чтобы ожидание в очереди не было скучным, было организовано горячее питание для всех желающих, а также конкурсная развлекательная программа. Вопрос: на каких автомобилях стоит такая же автоматическая коробка, как на Патриот, на УАЗе Патриот? BMW X3, давайте поаплодируем, друзья, да? Правильный ответ. А еще какие? Chevrolet Camaro, давайте тоже вручу подарок, да? Так, еще? В одном из серьезных конкурсов, где нужно было за время отбуксировать Патриот на максимальное расстояние, был неожиданный победитель. Молодец! Так, ну что, Лейла у нас чемпионка, друзья. Друзья, пока мы ожидаем тест-драйв на УАЗ Патриот с автоматом, мы не могли упустить возможность покататься на других автомобилях. Сейчас это автомобиль, в котором мы находимся, это Kia Soul. Максимальной комплектации, ее стоимость 1 600 000, в автосалоне Colmi, находится она в наличии. Ну, из фишек данной модели это подсветка салона. Сейчас ее, конечно, не особо будет видно, но вот здесь, в этих панелях боковых и внизу, она переливается разными цветами. Еще одна из интересных особенностей — это большой экран мультимедийный, который можно разделить по зонам. То есть с одной стороны, например, у вас идет навигация, со второй стороны еще какая-то информационная панель или видео, там видеоклип и так далее. Вот, ну что, поехали. Данная модель турбовая. Здесь есть несколько режимов: нормальный режим, эко, экономичный и спорт режим. Ну, как я в первый раз за рулем этого автомобиля, давайте выберем стандартный нормальный режим и поехали. Так, интересный тоже вариант управления, то есть такой полумеханический. Переводите селектор в эту часть и уже переключаете скорость лепестками. Уже был ручник выключен. О, какие хорошие тормоза! У меня на моей старой машине плохие тормоза. Так, у данного автомобиля передний привод, 200 лошадиных сил под капотом. Тест-драйв идет прям конвейерным способом. Вот возвращаются счастливые участники тест-драйва на
УАЗе Патриоте на автоматической коробке передач. Здесь у нас представлены две трассы сегодня на тест-драйве. Вот Николай сейчас покажет. Прямо это у нас Вилюйский тракт, асфальт. А если повернуть вот здесь налево, то там уже такой более полувнедорожный тест-драйв по проселочной дороге. Посадка за рулем достаточно удобная, очень удобное кресло с боковой поддержкой. Давайте попробуем перейти в спорт-режим. На ходу можно же, да? Так, это эко спорт. Очень чувствительная стала педаль. 80 км в час вообще не ощущается. Кажется, что километров, не знаю, 50-40. Навигация, кстати, русифицированная, да? Вот, в отличие от японских автомобилей, которые, допустим, берем на вторичном рынке, здесь уже полностью рабочая навигация, огромный дисплей, угол разворота очень хороший. За нами едет Lada X-Ray. Там все поворачивают сюда. Вообще такое ощущение, что я, по-моему, даже где-то 1/3 мощности мотора не использую. Давайте попробуем экономичный режим. В данном автомобиле расход топлива в смешанном режиме около 8 литров на 100 километров. Кстати, можно же использовать торможение двигателем, да? Вот все прелести автомобиля на механике. Переключили в ручной режим и можно спускаться с горы, используя торможение двигателем. Сейчас, друзья, мы включим музыку. Так, а где музыка? Вот это, да? Сейчас, подождите, это еще не полная громкость. Слушайте, это вообще, то есть это штатная акустика получается в данной комплектации. Слов нет, да, Николай? Здесь находится 9 колонок и один сабвуфер. Слушайте, машина бомба реально. О, камера заднего хода, смотрите-ка. Тут АБС есть, да? Есть. Пробуксовочные всякие, да, системы. Но об этом мы даже и не рассказываем. Сейчас подъехали счастливчики, которые попали на тест-драйв на КПП. Уже очередь большая, около 60 человек. Как вам у вас на автомате? Ну, очень хорошо. В УАЗе ездил. Ну, вот автомат нормально, да, сидишь, не дергаешься, ничего. Да вообще просто комфортно ехать, и все. Что, или клюшку дергать, правильно? Или тут просто газуй, да, и все. Ну, так нормально. Ну, сейчас поеду, попробую на механике. Ну, на автомат сейчас пока очередь не дошла. Ну, ждем пока. А на Kia Nissan ездили? Нет, не ездил. Вы только чисто на УАЗ? Чисто на УАЗ, да, мне интересует УАЗ. Прокладывать маршруты в объезд. Так, это автомобиль на автомате, на механике. Вот у вас Патриот, звезда сегодняшнего дня. Системы или простых голосовых команд. Кроме того, в мультимедиа... Парни счастливые такие сидят. Вообще супер, сама атмосфера клевая, и можно попробовать разные машины, о которых мечтала поездить. Но на автомате уже ездили? Да, конечно. Нет, на Патриоте автомат. Нет, мы еще не добрались до него. Еще в очереди. Мы в очереди стоим, но мы уже попробовали Lada X-Ray Cross. Ну, для российской машины это очень хорошая, на уровень выше машина. Вообще супер. Да? Мы сейчас немножко вклинились в большую очередь желающих принять участие в тест-драйве на УАЗе Патриот на автомате. Итак, ну что, коробка автомат. Действительно, было мало времени на тест-драйв, поэтому специально для наших зрителей и подписчиков мы представим более расширенный обзор новинки от УАЗ уже в ближайшем выпуске. Так, ну что, друзья, сейчас закончится наш небольшой тест-драйв. Я думаю, компания Colmi нам предоставит на более такой подробный тест-драйв данный автомобиль. И мы, конечно же, поподробнее о нем расскажем. Это же Патриот, поэтому спокойно можно топить, вообще ни о чем не задумываться, очень радует. Я вот буквально пролетел, вот сейчас по гравийке, да, яма, не яма, вообще абсолютно не задумывался, то есть полная свобода, хорошо, мне понравилось. Ну и автомат тоже, то есть в городе можно спокойно уже не задумываться, не переключаться,
левой ногой не работать. То есть удобно, комфортно. Друзья, сегодня прошел тест-драйв Патриота на автоматической коробке передач в городе Якутске. Большое количество желающих. Вот даже сейчас мы заканчиваем съемку, но желающие все еще есть. Очередь идет, потихоньку продвигается. И большинство участников очень довольны новым автомобилем. Конечно, это остается по-прежнему внедорожник, по-прежнему автомобиль для охоты и рыбалки. Но теперь это стал еще автомобилем для всей семьи. УАЗ Патриот, автомобиль для всей семьи. Это автомобиль, на котором может ездить ваша супруга. Соответственно, без проблем можно ездить по городу без лишних каких-то трудозатрат в виде переключения скоростей и задействования левой ноги. В общем, автомобиль стал еще комфортней, не теряя своих внедорожных качеств. Ну и, конечно, хотелось бы поблагодарить компанию Колми за замечательный тест-драйв, за один из таких дней, которые можно еще провести на улице. Сегодня, несмотря на то, что шел снег, но, тем не менее, на улице достаточно комфортно, тем более было горячее питание, плов, уха, горячий чай. В общем, я думаю, участники тест-драйва довольны. До новых встреч и удачи на дорогах.